Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Świętые Piotr i Paweł, choć u różny sposób, bo один обещал Павел Евангелию, обещал эту Евангелию для поганов, язычников, где Слово Божие занес так само до нас, а другие стал на голову Костола, czyli pierwszym tym, kto zajmuje stolicę apostolskiej posadu сегодня Świętego Ojca, jaki kieruje Kościołem. Просить заступництва, уже просить таякины, как мы так само трвали в этом одинстве Костела, для якого мы все имкнулись, как мы в этом одинстве в наших семьях, в нашей парафии, во всем свете могли прославлять Бога Отца Всемогущего. Эту святую мшу спrawują о Божьем благословении на новую дорогу и о добрym odpoczynku dla семьи. Prawda. Przeprosimy za wszystkie nasze grzechy, aby mogli z czystym sercem składać Ci najświętszą ofiarę. Spowiadajmy się Bogu Всемогущему i Wam, braty i siostry, что zgrzeszył winni, duмкою, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогущий, и отпустивши нам грехи, веди нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі спокой, Людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Победителя великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя речь на себе, грехи и свету, смилуйся над нами. Я Тебя речь на себе, грехи и свету, принимает мне нашее, я Тебя лишь право ручайся. Смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пап, только Ты
Всемогутный вечный Боже, предарил нас великою святою радостью во врачистость апостола Петра и Павла. Да поможи Твоему костелу верно заховывать науку святых мужов, от их он отримал дар веры, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владаешь в едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Amen. Читание книги Деял апостолов. В те дни король Ирод почел переследовать некоторых людей из костела. Забил Якуба, брата Яна мячом. Когда убачил, что это сподобалося людям, схопил так само и Петра. А были дни просноковы. И затримавши его, посадил в темницу и загадал четвертым жангеру вартовать его, маючи намер после Пасхи выдать его народу. Так Петра вартовали в темнице, а костел рупливо моливший за его добро. У ту ночь, когда Ирод хотел выдать его, то и спал между двумя жангерами, сковали подвойными ланцугами, и охотники колебрами вартовали темницу. И вось анёл пана з'явился перед ним, светло зазяло в темнице. Штурханувши Петра в бок, разбудил его и сказал: «Встань, лучей!» И ланцуги опали из рук его. И сказал ему анёл: «Подпирожись и завяжи свои сандали». И зробил так. После каже ему: «Один плащ свой и иди за мною». Коли вышел, пошел следом за ним, не ведаючи, ті правдивое тое, что робить они. Думал же, что это знява. Минувши первую и другую варту, они подошли до железной брамы, что вела в город, якая сама чинилась и перед ним. Вышедши, они прошли одну улицу, и раптом анёл покинул его. Тогда Петр, опамятовавши, сказал: «Теперь соправды ведаю, что Пан послал анёла своего и урятовал меня от руки Ирода, и от всего, чего чекал народ иудейский». Это слово Божие. Дякуємо Пану Богу. От усіх погроза Пан визволил меня. От усіх погроза Пан визволил меня. Благословлять буду Пана во все часы, хвала Его завсёды на моих устах. Паном будет гонориться душа моя, нехай чудит это покорная, и нехай веселятся. От усіх погроза Пан визволил меня. Уставившись со мною, Пана, будем возвышать имя Его разом. Я шукал Пана, и он почул меня, и от усіх погрозов вызволил меня. От усіх погроза Пан визволил меня. Гляньте на Его и просветлитеся, и тварь ваши не спознают сорову. Вось несчастный покликал, и Пан Его выслухал, и уратовал Его от усіх ягоних бедах. От усіх погроза Пан визволил меня. Анёл Пана берегает их, кто Его боится, и вызволяет их. Покаждуйте, убачьте, який добрий єсть Пан.
Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Помиловано. Я уже проливаюся, як вяна, настав час моего отдыходу. У доброй боротьбе я змагався, бег скончив, веру заховав. Нарешті рихтується мені вянок справедливості, який дасть мені Пан, справедливий суддя у день той. І не тільки мені, але усім, хто полюбив його об'явлення. Пан з'явився мені і умацовав мене, как праз меня здійснилося проповедование, как почули все язычники, и как позбегли единой пащи. Уратуй меня, Пан, от кожной лихой справы, и заховай меня для своего небесного волнарства. Ему слава на веки веков. Аминь. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты скала, и на этой скале я побудую костюм мой, и брамы пекельные не перемогут его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Матвея. Хвала Тобі. У ті дні прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпова і питався у учнів своїх, кажучи, ким люди лічать Сина Чоловічого. Яни сказали, одни Яном Хрестителем, другие Іллею, а інші Єремієм чи одним з пророків. І він каже їм, а ви ким лічите мене? Симон Петр сказав, ти Христос, Син Бога Живого. Тоді Єсус сказав йому в отказ, щасливий ти, Симоне, син Йоновий, бо не тіло і кров відкрили тобі это, але Отець мой єсть у небесах. І я кажу тобі, що ти Петр скала, і на этой скале я побудую костел мой, и брамы пекельные не перемогут его, и дам тебе ключи владарства небесного. И что свяжешь на земле, то я будет связано в небе, а что развяжешь на земле, то я будет развязано в небе. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Это и сестры, Всевышний урочистость. Это словы, які ми почули під конець Євангелія, тичаться Святого Петра і посади, по якому сьогоднішній день заміняються намісники Святого Петра. «И дам тебе ключи владарства небесного, и что свяжешь на земле, то я будет связано в небе, и что развяжешь на земле, то я будет развязано в небе». Великая радость с этих слов виникает. Чому? Это говорит то, что есть и иснує у костеле по сьогоднішній день, что Папа Римский, наместник Святого Петра, має владу. Яку, наприклад, хто тобі сказав? Або сказав би, видав би декрет на урочистій посаді, що, наприклад, урочистість Петра і Павла не буде 29 червня, а, наприклад, 3 снега. И все. Это не важно было и для нас, это урочистість сотрудника. Раньше не было. Не может, конечно, суперечить против Евангелия, а лишь послушать, что скажет. То и есть, на что дозволить, коли это сходно с Евангелием, то это самоповинно. И основать костел одразу это все акцептуем. Это великая радость, потому что костел не стоит на месте, он так само развивается и выходит на сустрэч человеку, как человек мог як найменьше тривать в можливості городах, но на больше дозволяет. Например, як колись человеку можно было споведаться только раз в житті. А сьогодні сколько можно споведаться? Да, 2 раза на день, коли кто-то ожидает. Колись можно было поступить до коммунии только 2 раза на тиждень. И перед першей святой коммунией нельзя было споживать от 12 ночи на початку дня до коммунии, до святой мши. Никакой ежи, никакой здравия. Сегодня уже можно споживать годину. После Евхаристичного хватает, как мы заняли, 1 годину перед святой коммунией. А для людей хворых
вообще пост можно рисовать перед Святой Коммунией. И это все Костел развивается, выходит на сустрач кожному з нас. І це слово вельми важне, дам тобі ключі володарства. І це ключі володарства по сьогоднішній день тримає сьогодні Папа Франтишек у своїх руках. Що скаже? Так і буде, коли це буде урочисте об'явлення його, то ми це повинні заакцептувати. Як я сказав, коли це згодно з Святим Євангелієм і з моральністю, яку Костюл пропонує, на якій стоїть стража, яку не повинен зміняти. Открывать Бог, это все написано у Святых Евангелий. Сегодня, братья и сестры, мы почули Слово Божие, под якое я езжу на перевернации фигуры святого Архангела Михаила для братства святого Архангела Михаила говорю конференцию. Под это Слово Божие в первом читании, эта конференция открывает целую годину, 60 хвилин доклада. Есть апостол Петр, который есть заключены у вязницы. Он в этой вязнице сидит, закутый кайданами. Я вельми коротко про него расскажу. Сидеть закутанным кайданами – это наше життя. Ні один із нас закутався кайданами якоїсь кар'єри, якогось, може, веду, граху, якоїсь суполки, чогось ще не прикув себе. І добре так бути закутим у своїм, може, бедствием, может, какими-то несчастьями, которые переживают столько несчастья, что они себя закуривают этими несчастьями, и тут говорится, какие мы несчастливые, что у нас все идет сукрат, а у всех людей сборки, а мы постоянно походим. Нема у нас якогось хвилинки отпочинку. Это себе так само человек закул. Ему даже неудобно было, как ему что 10 с горки поехала, как было легко. Ему шукал какой-то тяжкости, как доказать, что нет, не легкая, не тяжкая. Брати і сестри, це правди, і так само закутий Петр кайданами, якими правдоподобно в певному моменті обіщання Божого Євангелія дійсно повірив, а може забив про Христа, якого обіщали. Може дійсно хотів, ось я познав Єсуса Христа, там було слово Ісуса Христа, а я, який ходив з Єсусом Христом, і я тебе оздравляю, и я тебе даю то, что ты хочешь, и я обещаю, и я пишу послание, одно, второе, другое, третье. Столько посланий написал, и два практически Святый Петр, про які можна вичитати у канонах Святого Писания в Новому Заповіті. Я, ким з'являюся я, а не некоторые пропустили, это я могу просто. И так само он спит в своих кайданах, и приходит туда как ангел Божий, и будет Петра, я там будет. Может, такими словами: Петр, вставай, халё. Нет, это слово не звучало. Мы докладно сегодня почули, что пришел ангел и не только что дотронулся до Петра, а и ударил Бог. З ноги, з правої, може почку на вас отсек, я не верю. Повинно було заболеть. Бо коли чоловік повстане, коли просто дотронувся, ні. А коли заболеть, ну да. Тоді проти. Бо Петр подорвався в такий спосіб. Бо как я бы не заболел, я бы не прорвал еще куда-то, я бы лежал. Нет, это недобро, этой ситуации. И неоднократно Бог нас так приходит по занём. И хоть у нас так с правой ноги возлевый Бог, как мы Бог стали, с нашего греху, с нашего життя, с нашего засирочения на самих себе. Как мы 10 лет откинули, как мы поглядели 10 перспективу далее. Что я з'являюся в этом житті, в этих пузлях, в этой складанці, з'являюсь тільки одним образиком. Бо коли эти образики будем плавать, то малюнок повстане якийсь малюнок. А я засиротивши в этом образику, и не веду его перекрутить, что же має повстать. А Бог видит. Он хочет перекрутить, хочет положить нас на победное место, как мы дали в образ, незвичайный образ, а не в образ дитяти Божого, який у нас есть. Там же дети зарыты, закинуты грехами, а Бог хочет его поукладать обратно, как Он повстал нас, как мы могли имкнуться. И так само до Святого Петра приходит Святий Ангел. І коли щось відбувається, справді дякуючи ласці Пана Бога, чоловік в певному моменті не довіряє. Та як сьогоднішнє читання, Петр повстав, а палец его кайданы. Что наиважнейшее зробить? Это повстать, оторваться от самого себе, от своего проблемы, от своего греху, от своего просвещения богатыря, оторвусь его в эту перспективу далее. Так
кайдани самі пам'ять. Самі відповідь моє звички країни, які є ці грехи, які є моє справи, які не добрі і приємні. Чи ми справді хочемо просто забиватися? І іде, як іде. Як ми читали в сьогоднішньому вірші читанні, іде, видається, що це ява, що це неправда, може це сон, думає. Проходить одну страж, другую страж, и аж ангел Божий отходит от него. Что его ведет? Дух Божий ведет. Это самый Дух Божий, про якого мы сегодня прочитали, дякуючи якому Петр отказал. И Иисус каже им, а ким лічиться ви мені? И Петр отказал, ты Христос, Сын Бога живого. Тоді сказав йому в отказ, Иисус, счастливый ты, Симоне, сын Йоновый, бо не тело и кровь тебе это открыли, але мой Отец Небесный. Не тело и кровь, не хотя поступки, цуди, які я чинив у воскрешення, а вилечив когось, розмножив хліб, це не гэта тобі відкрило, що я з'являюся Богом, бо шмат хто глядів і по сьогоднішній день не вірить, що я з'являюся Богом, будуть кричати на криж, у кам'яної, у крижу його. Открыл тебе Отец Небесный. А какой способ Отец Небесный может открыть? Як не послать Духа Святого? Будем деньгичая, костел деньгичая касс Духа Святого. И вот, братья и сестры, мы уже на конце Евангелия и читания. И вельми важно сказать, чему Петр стал апостолом, чему он стал Папой Римским. Докладно тому, что эти слова мы прочитали вчера у Вигилию урочистости Петра и Павла. Эти слова были так, когда Петр, памятаем, это все читается подчас великодных святов, после змертвых повстания нескольких дней, нема Иисуса Христа, им не является, Петр говорит, туда рыбу. И все говорят, и мы с тобой ловили ночь, зловили только одного силмака, а может жабку, ничего от этого не зловили. Ранится, Петр подносит голову, то есть стоит на березе и говорит, ты зловили что? Ничего, закиньте проволочку. И закинули, и была сетка полная рыб, 157 штук, не памятаю. Тогда Иоанн апостол поднял голову и сказал, это не стал. Петр притянул на себе верхнюю шапку, приплыл до Иисуса, и там отбывается ситуация. Петр, чи любиш ти мене? Пам'ятаєте, 3 рази, бо тройчий Петр вирекся пана Ісуса. І за яким разом говорить пан Ісус, як ти бачив овечку моє? За тим самим, коли усвідомляє свою слабость Петр. А докладно, це звучало так. Симоне, сына Яна, питає 3 раз Ісус Христос, ти любиш ти мене? Петр засмутився, что 3 раз пытался у его, ты любишь ты меня, и сказал, Пане, ты все ведаешь, что я люблю тебя. Ведаете, чему это слово звучать? Бо Петр зарогался, что не выбраться Пана Иисуса, а Пан Иисус вот, вере не забери 2 раза, а ты меня тройче отречешься. И тут, как Петр усведомляет это слово, Пане, ты ведаешь лепее, чем я, Симоне. Ты ведаешь, как я люблю тебя. Ты ведаешь, может, я ще тебе раз завтра не видел. Ты ведаешь, это не можешь. И когда мы усведомляем свою слабость и отдаем ее Пану Богу, то Бог ее хочет услышать в нашей жизни. И так есть в жизни каждого из нас. Когда мы усведомляем свою грешность, Бог нам ее пробачает и хочет нас услышать до незвычайного мяну бытия королями, благодарами в сучасном свете. А кем ты лечишь Иисуса Христа? Иисуса Христа, Сына Божьего, одинакового, Зайца народного, и радости мирами, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народного и скорого, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего спокойно, зашел с неба,
i wcieleniem się Ducha Świętego z Dziewy Maryi i stał się człowiekiem, ukrzyżowany tak samo za nas, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воде Писания, и взошел на небо, сядет праворучается, и снова придет в славе, судить живых и померков, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, яко разум Зайцов и Сына, наречь поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый Королевский апостольский костел, вызнаю один рост для отпущения врагов, и шагаю воскрешение помилуй, и життя вечного будущем свете. Аминь. Z radością świadkuję uroczyste świętych apostołów Piotra i Pawła, wzniesiemy do Boga nasze prośby za Kościół i świat. Молим się za всех христиан, как никакие земные выгоды не смогли их отвести от веры, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Бывает так, как не похисна баранью веры и запальва в людских сердцах любовь до Христа, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За миссионеров, как заступница святых апостолов, отцовывала их у проповедовании Божьего Слова, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За семью Полуда, просяча Божьего благословения и доброго подорожия и odpoczynku, для всей семьи Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За нас, тут присутных, как мы своим житем поддержали веру, якую вызнаем устами, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Любви нашей молитвы ученика про заступничество святых Петра и Павла, Твой Христос, заставку правдивой веры нас Христа, Пана нашего. Аминь. 260. Приди нам, якого князького, вічам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебя чекаем, приди нам, якого князького, вічам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Молитесь, как могу и вашего хлябу принял Бога и всемогущее. Нехай вам Бог, приняв прямо с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, маленько и заступничество святых апостолов, сопровождая наши дары, какие мы Тебе приносим, и да поможет нам побожно удельничать в этой хлябе, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами, И с Духом Твоим упор в сердце, узносим имя подякуем Пану Богу нашему. годно это и И справедливо. направды годно в это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды и усюды Тебе складали подяку. Panie Święty Ojcze, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty dozwalasz nam z radością oddawać paszanu świętym apostolom Piotrу i Pawłu, i od pierwszy wyznał wierę w Chrysta swого Izraїля, які навернулися, заснував перший костюм, Павел отримав ласку ясного розуміння правди віри і став наставником поганських народів, які хоч і різним чином стали одну, собрали в одну сім'ю визнавців Христа і служили в небесной хвале разом приймають пашану на землі. Тому за ньому і всіми святими ми прославляємо Тебе разом з ними, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышиня, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышиня. Сапраўды Божа, Ты святый,
krynica усялякої святості. Там просим Тебя, святи эти дары, на свой рука Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал, и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте с этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie подяку składając i podał swoim uczniom, кажучи: «Вярите и пейте с его все, бо это есть кielich krwi Mojej nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таемница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominając śmierci z mrtwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал одно. Pamiętaj, Panie, про Костел Твой рассеян по всем свете, удосконаливал любовью разом с Папом нашим Франтишком, biskupом нашим Józefem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших и апостолів надеи на воскрешение, и про всех, кто у ласти Твоей пришел с этого свету, и дозволь им уважить Твое обличие Твоего. Просим Тебя, измилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Иеранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом другим, и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, обдили и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос Христови у Христе, как не Божа Ojczał Syna Mudry, u jedności Ducha Świętego, u wся Пашана и хвала, разум все яркий и вечный я. Молимся до Отца Небесного, jak нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и причься Збавца нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костола Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся над нами,
благословлен ява ко меня на вечерю Твою. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Двести 261. Свято життя, освяти мою силу, останови сердца зов. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше сон. Свято
Помолимся. Добрый Боже, умацованный найсвятейшим сакраментом покорно Тебе просим, ученикам мы, як першие христиане, за всю денничали уламали вера, и заховали верность науце апостолов были даны одним сердцем и одной душою. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангел Михаил, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, супротив уси і пасти Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить сам Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут душною на свете. Аминь. Смилуйся над нами, сердца
милосердности, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, что пред всіх, хто святається, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, криниця життя і святості, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, умилостивление за грехи наши, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, наполненное святости, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, злодействами нашими искушенное, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, поступленные аж до смерти, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, двигай правителя, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, криница всякого сутешения, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, житё и возвращение наше, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, соборы поеднание наше, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, живая вера за грехи наши, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, избавление, кто на тебе спасается, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, надея, кто в тебе помирает, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, радостью всех святых, смилуйся над нами. Парадку Божий, яки грешность века и свету, даруй нам, Пане. Парадку Божий, яки грешность века и свету, выслухай нас, Пане. Парадку Божий, яки грешность века и свету, смилуйся над нами. Jezu cichy, покорny сердца. Уживи сердце наше, на Твоего потомили. Молимся, всемогутный, вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу Яхве, и от Тебе складает за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живет и благодарит на веки вечные. Amen. Просвящение роду людского наисвятейшему сердцу Иисуса. О Jezu najmilejszy, Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь на tych, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность, и Тебе належит служба. Сегодня каждый из нас щиро отдается наисвятейшему сердцу Твоему, как еще боль съеднаться с Тобою. Многие зовсем не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорчаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Jezu наиласкавейший, и притули всех до святого сердца Своего. Благодаром будь нам, о Jezu, не только верникам, якие николи не отступились от Тебе, а и сынам марнотравным, якие Тебе погибли. Даром нашей оперной души вернулись верным воровством святом, и не сгинули от нестаршего и голода. Будь благодаром для tych, кто помилковать и праздня згоду отлучился от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, как худко настала нам чарный один пастырь, а дай костел Твой беспечной свободы, дай всем народам супокой и згоду, ученикам на всей земли, от края до края в один узносился голос, хвала Божьему сердцу, разъявление пришло для нас спасение, Ему хвала и пощада на веки. Аминь.
tajemnicu sakramenta, osławiaj nas szczerocie. Tracić postaronie prawa, Boża nowy zabawie, co nam rozum nie tłumaczy, światło wiery i klnia się, połujesz nam urojcy, Господи, Николай, и Яйцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, що і проходить, до вечного святла. Молимся. Боже, Ты в Najświętейшym sakramencie покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать себе таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували сеплю Твоего откупления, який живейший володарь с Богом и едности Духа Святого, Бог разусей веки вечные. Zawsiądy Pan